23. Так, 23. Милан. 29. 29. Уже работали, да, на зоне комплектовщиками? Да. Твери. В Твери? Ага. У нас просто есть тоже ребята на нашем озоне работают в Твери, но у нас находится в Харубино. Харубино и Черная грязь. Так, а почему ушли? Это общежитие? Те ребята у нас четверо, вот, там одна семейная пара, один из них бригадиром был, и двое. Они тоже в Твери, но там общежитие невозможно продолжать. А вот почему вы ушли? Ну, у нас там сейчас заказов очень мало стало. И На у зоне? нас, В да, Твери? Ага. и мы именно сортировщиками работали, Ага. и нас стали выпускать через день, а бывало даже через 2. И это по зарплате сильно бьет, поэтому... Ну, это естественно, все день через день работать. Так, ну, у нас сегодня ставка на сегодняшний день, если в черную грязь у нас 10 комплектовщиков, на Харубино 8 комплектовщиков требуется. Так, то есть, там СБ проходили, да, вы? Служба безопасности? Ну, да, вот, инструктаж, да? Да. Да. Нет, по службе безопасности, по судимостям, по кредитам не проверяли вас там? Наверное, до приезда, наверное. Угу. Ну, вообще, Так, как а они вообще проверяют? Вы с Олегом, да, общались? Да. Да. Ага, что он вам предлагал? Вот работал в Озоне, предлагал. В Озоне, да, в Харубино? Ну, смотрите, это Солнечногорский район, Черная грязь и Харубино, это Солнечногорский район. Тоже у нас интернет-магазин Озон. С помощью ТСД работа, то есть комплектация готовой продукции. Сканер, наверное, вы знаете, он там везде одинаковый. То есть с помощью ТСД вы комплектуете товар, вам приходит задание на сканер и также адрес ячейки. Производительность у вас считается по вашей производительности ставка. В черной грязи у нас ставка 130 рублей в час, то есть если хорошая производительность. Если, вернее, это в Харубино, в черной грязи 140 рублей за час. Значит, иные работы в черной грязи у нас идут по 130 рублей фиксированно, то есть что такое иные работы? Когда у вас задание на сканер не приходит, например, 2 часа работали по сканеру, а час работаете, к примеру, иные работы. Это упаковка, сортировка, вернее, разгрузка, то есть это иные работы. Ну, в среднем они у нас не меньше 1540, в среднем 2000, бывает 2200-2300 выходит за смену. Это именно черная грязь. Если в Харубино у нас там объект с питанием, там ставка 130 рублей в час. То есть питание у нас бесплатно, за него не высчитывается. Там 130, ну тоже там 1500, 1600, бывает 1900 за смену выходит. Вот самое минимальное это сколько? По комплектовке? Да. Ну да, меньше 1540 они не закрывают. Там потому что заказов много, и поэтому у вас хорошая производительность всегда получается. То есть производительность также, наверное, у вас была написана на сканере ваша производительность. То есть также у нас пишется. Минимальная там 110-120 рублей за час, но у нас даже кто без опыта пришел туда, у них не получается. У них получается выше всегда. 130-140 рублей. Значит, в авто 45 смен, есть 60. Вы какой для себя рассматриваете? 30 смен такой нету. Ну нет, к сожалению. У нас 30 смен это когда перевахтовка. То есть, если вы отрабатываете, у нас ребята многие там перевахтовываются, они по 30 смен уже идут. А зарплата какой будет? Аванс еженедельно выплачивается 1500. Аванс у нас привозит куратор объекта на ваш склад, то есть 1500 еженедельно, вообще в основном это вторник, среда аванс. А полностью расчет получаете здесь в офисе, то есть по окончанию вахты расчетные дни среда, четверг, пятница, с 4 до 6. То есть у нас сотрудники приезжают сюда и через кассу, через бухгалтерию по очереди вас вызывают за расчетом. То есть если у вас вахта закончится в выходные, например, в субботу, воскресенье, вы можете понедельник, вторник, чтобы не сидеть, можете еще отработать 2 дня, тогда у вас расчет будет в среду за 47 смен. Ну, 2 смены у нас в любом случае стажировочные, потому что они у нас прописываются по договору везде. То есть они включаются в срок вахты, но не оплачиваются, потому что склад все равно другой. То есть нужно будет вам полностью изучить его, то есть наш там бригадир, который работающий бригадир, он вам покажет, где что лежит, по сканеру, как обращаться, но если у вас опыт, в принципе, я думаю, что за час у вас все хорошо будет.
И значит, общежитие у нас бесплатное, там идет хостел, то есть там весь этаж для нашей компании снят. Общежитие, мы его называем общежитием, кухня на этаже, душ, туалет. Так, кровать там двухъярусная, но она абсолютно новая. То есть все, там, например, по сравнению с дверью, которую мы фотографии показывали, где там все в плесени, здесь у нас абсолютно все новое. То есть условия проживания очень хорошие. От общежития до склада у вас будет развозка, то есть это корпоративный транспорт, он бесплатный, то есть за него не рассчитывается. Сам водитель, он также вместе с вами живет там в хостеле в этом. Так, значит, по расчету, если, например, получили расчет и хотите там еще, например, до Нового года продлить, здесь, например, получили расчет, договор продлили, с следующего дня можете приступать там на 30 смен. Если хотите домой уехать, межвахтовый отпуск определяете сами, то есть вы можете уже без разницы, в какой срок уехать. Значит, там у нас СБ проверяется, то есть мы отправляем данные на СБ. Ну, ваши паспорта по-другому как-то проверяются по сравнению с нашими. У нас там вообще все строго, как бы, чтобы кредитов, микрозаймов больше 100 тысяч не было, административка, уголовная ответственность, то есть чтобы этого не было. И, значит, единственный вычет будет первый за спецодежду. Спецодежда у нас выдается на объекте, это комбинезон, тапочки и футболка. То есть там 1700, первую вахту у вас высчитывают, единственный вычет. То есть, потому что спецодежда, вот она такой серо-красный цвет. Там комбинезоны, но склад класса А, он теплый, поэтому там не нужны никакие курточки. Так, это про Озон. Также есть у нас еще объекты, то есть есть объекты и в метро Котельники, есть объект в Чехове, это тоже комплектовщики. В Чехове у нас склад FM Логистик, там нужна единственная книжка. То есть там комплектация это товар, шоколад, конфеты Каркунов, бытовая техника, кошачий корм, это лореалевская косметика, ДБТ, то есть там очень много позиций, продукции разные. И есть склад в Котельниках, там все инструменты называется. То есть он раза в 3, наверное, больше, чем Озон. Склад очень большой, прям там территория очень большая. Там у нас 100 с чем-то человек работает, от нашей компании только. Там с помощью ТСД, но там сделка. То есть именно по пикам мелкогабаритный товар и крупногабаритный товар. То есть там за вахту 45 смен кто-то увозит 60 тысяч всего, кто-то 80. Девочка вот в прошлую среду 112 тысяч везла. Но она у нас уже, наверное, 3-4 вахту работает. Чисто сдельная, да? Чисто сделка, да. Там книжка не нужна, спецодежда тоже выдается. Но спецодежда у нас, в принципе, везде учитывается в первую вахту, потом она ваша остается, кроме единственного объекта РЖД. На РЖД у нас там грузчики, и там не требуется сейчас пока заявка. А так как у вас опыт есть в Озоне, я думаю, что можно попробовать на Озон. Отсюда у нас, если вы здесь не понимаете, в Москве, в принципе, тут с Ленинградского вокзала, это площадь вокзала, знаете, Ярославский, Казанский, с Ленинградского вокзала или наш руководитель, или наш водитель сажают вас здесь на электричку, покупают билет, а там Герман, наш водитель, который на развозке работает, он там встречает на платформе вас и заселяет. Потому что там эти платформы, идти достаточно долго, поэтому у нас, чтобы вы нигде не потерялись, туда довозят. В Котельниках обычно ребята сами добираются, потому что это по метро, и там от метро бесплатно маршрутки ходят, буквально 10 минут, и там уже общежитие. А в Чехов тоже у нас отсюда, то есть набирается, если 4 человека, у нас есть водитель на Рено, легковой машине, он отсюда до Чехова доводит. Насчет расчета вообще такого варианта нет, чтобы раз в 2 недели получать? Вот, каждую неделю 1500, если усиленный аванс, вот у нас ребята в сентябре холодно стало, а они там, не знаю, с марта месяца вахту перевахтовывались, или с мая месяца, после майских праздников пришли, и не было теплой одежды, они попросили усиленный аванс. То есть усиленный аванс, если можно согласовать, хорошо работать, без нареканий, то это, естественно, можно согласовать. Насчет штрафов. Ну, штраф, смотрите, штрафы они бывают тогда, когда вы не выполняете правила, которые полностью соблюдают всех. То есть это опоздание, вообще у нас развозка там определенное время до склада.
Пользоваться телефоном на самом складе, я думаю, что Да, у вас да. также было. Да. Например, перекуры у вас есть, там 5 или сколько минут, 10 вы ходите, перекурили, то есть с перекура не опаздываете. Воровство, естественно, несоблюдение правил, то есть должна быть обязательно спецодежда, там, по-моему, бейджики у вас есть, то есть как бы вот такие в основном правила. Как бы сверхъестественного там такого ничего нету. Ну, естественно, если вы срываете вахту, то есть там, по-моему, по уважительной причине, если там какая-то уважительная причина, там по здоровью, у нас позавчера мальчик там на деливере в интернет-магазине сломал руку не на разгрузке, а он выходил из машины и как-то там, не знаю, запнулся и на руку упал. Сломал руку. Он сейчас на 2 или на 3 недели ему наложили гипс, он уехал домой в Пермь. И приедет, расчет, естественно, ему дали, за там 17 смен у него отработано, вахта 45, оставшийся, вот он приедет после больничного. Какие-то, мало ли, что-то случается, естественно, вы уезжаете домой, но с расчетом, но приезжаете потом дорабатываете вахту. А так, если просто взяли и ушли, там 2 недели отработали и ушли, естественно, вам расчет никто не даст. Там 1000 рублей, по-моему, потому что это вы сорвали вахту, потому что договор вы изначально у вас прописывается, сколько смен. А в договоре вот все суммы, это все прописывается? Ставки, естественно, все прописывается. Ставки прописываются, вы у нас граждане СНГ, соответственно, вы оформляетесь официально, то есть мы не с вашей зарплаты, мы сами лично отчисления делаем, потому что на всех у нас складах очень часто бывает проверка в ФМС, то есть у вас должен быть обязательно паспорт, миграционка и регистрация. Если регистрации нет, ребята, мы обычно изготавливаем 1000 рублей на 3 месяца. То есть наш отдел кадров высылает данные, где у вас регистрации всем делаются. Вам они где-то, примерно день-два обычно курьерно привозят. Есть у вас регистрация? У нас... Потому что в Твери тогда у нас ребята приехали, у 2 была, у одного просроченная была, мы сделали сразу же. Тверские есть? А в миграционной карте, если город, место прибытия или как-то, я не помню, пункт написан Тверь, ничего же страшного? Нет, вы же в России. Регистрация там главное, у нас... чтобы в миграционке была подчеркнута работа. Да. Все. То есть, что регистрация, она главное, чтобы у вас была. Временную регистрацию нам каждый месяц делали на 1 месяц. Ага. И он у нас, не знаю, действует, наверное... 27-го он заканчивается. Смотрите, 27-го заканчивается. То есть сейчас, например, 17 я сразу же сообщу нашему отделу кадров, чтобы, например, вам двоим с 25 на вас или 24 подать документ, чтобы сделать регистрацию, чтобы у вас там не было вот этого момента, когда она просрочилась. И 27-го куратор объекта вашего, в принципе, почти каждый день сюда приезжает, он вам привезет. Бригадир. Бригадир, там у нас есть старший бригадир и работающий бригадир, они на каждом объекте. Они везде проживают. Сколько кыргызов работает там? На Озоне нас немного. Потому что мы берем именно только, если вы на Озоне уже в Твери работали. Вот как раз вопрос касательно этого. Там, наверное, человек 6 в Харубине, по-моему. Внутри Озона, когда в Твери работаешь, мы через аутсорсинговую компанию работали, и получается, когда у нас сортировка, комплектовка, да? Заказов мало, работы мало стало, и стали нам заявку сокращать. То есть раньше выходило в день 20 человек условно, стало выходить 10. И когда мы хотели перейти в другую компанию на другие должности в том же складе, такое в Озоне, сказали, не допускается. Вот. Не будет ли проблемы, что мы там работали? Нет. То есть вы переходите вообще из другого города и из другой компании? Естественно, нет. Я говорю, что вот у нас недели 2, наверное, назад приехали 4 ребят, не знаю, может, вы их и знаете, раз работали, потому что они 2 недели назад оттуда уехали. Они, там один был бригадиром, он как-то, видимо, они начинали в Харубино, или он там обучал кого-то и переводились в Тверь. И вот они там, семейная пара, муж с женой, им по 37, 34, и 2 ребят молодых, наверное, 19, где-то 21 год.
Это не вчетвером у нас уехали туда. Там от нашей компании работает. В любом случае мы данные высылаем ваши на сам склад Озона, потому что он ПСБ проверяет. Если, ну, мало ли что-то, какой-то там запрет, ну, это запреты бывают, это в основном у нас запреты, когда там, ну, воровство было какое-то или, ну, в чем-то замечено, то тогда запрет бывает. Так нет, как бы, тут, в принципе-то, ничего такого страшного нет, если вы работали в Твери от другой компании. Счет сразу после окончания вахты, да, сразу? Среда, четверг, пятница, расчетные дни. С 4 до 6. Вот у нас здесь написано, что с 4 до 6. Потому что ребята, кто раньше приходят, естественно, например, у нас кандидаты сидят, а их там обычно на расчет у нас от 15 до 25 человек среда, четверг, пятница бывает. У нас же на объектах по 100 с лишним человек работает. Поэтому если, как я сказала, в выходной, например, закончится вахта, то вы можете в понедельник, вторник еще отработать, чтобы в среду получить расчет. Но в любом случае, если расчет заканчивается, вернее, вахта заканчивается в понедельник, вторник, в среду расчет также будет. И это все наличными через кассу. То есть вы приходите с обходным листом, мы там проверяем жилье, если на нашем жилье, там авансов сколько было, спецодежду, если вы получали, и вас по очереди вызывают. То есть там табеля у нас приходят со склада, сколько вы отработали, какая производительность была. И Насчет проверки СБ. Я так понимаю, если мы сейчас решим, вы отправляете. да, вот запрос. мне сейчас руководитель написал, Роман согласовал, это куратор объекта, нужно внести ваши данные. То есть сейчас за вами решение. То есть СБ уже проверила или что? Нет, мне нужно ваши данные паспортные внести, чтобы они проверили. Вот, поэтому Еще я от вас жду. вы же табель говорите, вот мы в конце месяца сможем увидеть, да, сколько мы Конечно, сделали, естественно. процента. У вас и на сканере будет ваша производительность, Да. и в табелях. То есть все табеля. Вы же приезжаете, когда на расчет, вы сначала подаете ваш входной лист, а это приезжает руководитель, они через бухгалтерию это все считают. То есть сначала вы подписываете то, что вам прислал склад, ваши часы все сколько отработано, твоя производительность, и потом уже в кассе вы получаете деньги. То есть вы в любом случае знакомитесь, у вас это все будет распечатано. Вот, кстати, насчет выработки, скажем, я за какой-то день сделал очень много, а на следующий получилось не очень, да? То есть минимально порог я сделал. Не будет это высчитываться за каждый день отдельно? Ну, конечно. Или средний по месяцу? Нет, у вас за каждый день это все учитывается. Чем черная грязь отличается от Хоровгина? Хоровгина ставка у нас 130 рублей за час. Есть комплексный обед бесплатный. В черной грязи там более такие уже как раз как вы опытные работают сотрудники, которые уже знают, там ставка 140-150 рублей в час. То есть от производительности зависит. Но там у нас обедов нет. Там просто сам склад в Хоровгина кормит. Ну, естественно, обед бесплатный. Нет. Черная грязь это где находится? Это все Солнечногорский район, хостел у нас один, общежитие, просто вам развозка будет и туда, и туда. А черной грязи есть свой столовый, да, правильно? В черной грязи там, ну, у них место, где на складе покушать есть, они там с собой из дома приносят. Сама столовая, по-моему, вот не знаю точно, нужно будет у куратора уточнять, есть там или нет. А в Хоровгина именно столовая, где вас будут кормить бесплатно. А вот эти склады, они же новее, чем в Твери, да? Естественно. И этот склад, например, не знаю, как у вас там был в Твери, но он такой, не такой большой, как, например, у нас на инструментах. То есть вот там на инструментах склад в 3 раза больше, чем на Озоне. В Твери огромный склад, на самом деле. Но, по-моему, он меньше, чем в Твери. Да, там говорили. Так, Хоровгина или так? Сейчас ответят мне. Так, тогда мне нужны ваши документы, чтобы внести, потому что вот у нас тоже Павел ожидает проверки СБ. И может, просто лучше было бы, если мы сами выбрали бы, да, куда мы хотим. А то еще у нас 2 девочки есть. С Твери муж с женой и 2 мальчика. Сейчас я могу посмотреть. Нет, фамилии. которые они хотят тоже приехать сюда. У вас? Сейчас работают? Да, они работают, да. Тоже с Киргизии, да? Да. Ага. А возраст какой?
они А, уже значительные. Брюс 19-та, почти көтеңіл 19-та. 19 лет. Где-то. Можно, конечно, приехать. Они На начинают. заявку я говорю, Комплектов. 10 человек и 8 человек. То есть 18 человек. Так. Вы, в Озон сейчас набираете 18 человек на данный момент. Да. А в комнатах по сколько человек живет? Там проживает по 8 человек, но там ночные и дневные смены, поэтому обычно по 4 человека ночуют. Но весь этаж — наша компания. А фотографии? Ну вот я сейчас хочу вам показать, если